Средний размер взятки в Казахстане увеличился с 61 тысячи тенге до 193 тысяч тенге. Об этом сообщил директор Центра стратегических инициатив Бахытжан Саркеев. Он представил вниманию результаты исследования о коррупции, подготовленного на основе социологического опроса, который был проведен в 2018 году. Выводы построены на основе опроса 4100 субъектов бизнеса в 14 областях Казахстана и 3 городах республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. Если говорить об итогах опроса, число предпринимателей, столкнувшихся с коррупцией, уменьшилось с 2017 года на 23%, с 56% до 33%. Выросло количество предпринимателей, которые вынуждены давать взятки, потому что не видят других вариантов решения своих проблем. По мнению респондентов, инициатором коррупционных сделок в 49% случаев является сам предприниматель. То есть, в 49% случаев предпринимателей оплачивает услугу, которая и так должна предоставляться бесплатно. Самое интересное, что средний размер взятки увеличился с 61 тысяч тенге в 2016 году до 193 тысячи тенге в 2018 году, то есть в 3,2 раза, в связи с увеличением риска быть привлеченным к уголовной ответственности, отметил Бахытжан Саркеев. Кроме того, спикер сообщил, что в общем рейтинге честности регионов второй год подряд лидером является Северо-Казахстанская область. В тройку лидеров также вошли Акмолинская, Кызылординская области. Наименьший рейтинг у Мангистауской области, Туркестанской и Западно-Казахстанской областей. При этом Бахытжан Саркеев подчеркнул, что вне независимости от рейтинга предприниматель сталкивается с коррупцией во всех областях. Теперь об уровне коррумпированности среди государственных органов. Среди территориальных подразделений коррупция наиболее распространена в службе внутреннего государственного аудита, государственной инспекции ВПК и службе транспортного контроля. Если посмотреть управление акиматов, то коррупция наиболее распространена в управлениях архитектуры и градостроительства, управлениях земельных отношений и ГАСК. На самом деле, вопросы строительства и земельных отношений, они больше касаются предпринимателей. Именно по этим вопросам и возникают вопросы, которые решаются через взятки, добавил Бахытжан Саркеев. Вместе с тем, по данным исследования, доля предпринимателей, голосовавших за ужесточение наказания, снизилась с 28% в 2017 году до 14% в 2018 году.